Кто знает, что такое, пишите, ребят. Очень хорошая вещь. Доброе утро, ребята. Ну что, тихая охота, сезон, ребят, в самом разгаре. На днях ездил с мамой, с дочкой на разведку. Хорошо собрали красноголовика, отварили, икру сделали. А сегодня, друзья, на мотовездеходе с другой стороны, на другой барок с разведкой. Хорошо люди собирают грозди. И лисички повыходили. Ну вот именно в моих точках, так скажем, где я вот собираю грибы, лисичек не очень много, и они растут вот только в этом месте. На какой-то улов я не рассчитываю, хотя бы на ведро, да. Но за мной, ребята, смотрите, какая штука. Пестер самодельный, старый пестер. Потом покажу, ребят, вам поближе его. Интересная вещь, конечно. Красноголовиков соберем на продажу. В пестер помещается 2,5 ведра вот таких. На бензинчик можно заработать. Ну, там за 1000 рублей можно скинуть будет, ребят, пестерок. Так как в красноголовиках мы не нуждаемся уже. Ждем белые грибы. А сегодня, ну, что-то в плане лисичек попробуем найти. Не знаю, получится, не получится. Ну, в общем, погуляем. С утра дождик моросил, ребятки. А вот сейчас солнышко даже вышло. Короче, тихая охота, ребят, понеслась. Погнали, жду боровики. Но вот так как пока вода не прибыла у нас, выехать нет возможности, мучиться, бегать. Впереди экспедиция серьезно, я похожу по грибам. Кому интересно, погнали. В общем, ребят, я в бору. Бор вообще небольшой, маленький. Так, относительно здесь захожу чисто за белыми грибами, за боровиками, когда они идут. Ну, пока белых грибов нету. Но вот-вот, ребята, они выйдут 100%. Все призначки прям красота, подходят. Вот такой мох, ребята, бело-желтый. И вот семьи как бы лисичек вот встречал как бы вот именно здесь. Дома заказ, так скажем. Лисичек захотели. Вот, и я поехал сюда. Ну, пока поднимался в бор через ручей, по подъему встречались. А тут, смотрю, нифига. Нету, ребята, лисичек-то, сестричек. Как по мне, такие грибы собирать неинтересно. Растут семьями, сам неважный такой. А очень вкусно, ребята. Очень вкусно. Кто гурман, тот, наверное, знает. Со сметанкой дело прошлое. Ну, как мясо, ребята. Мясо с грибами, вот реально. План такой, ребят. По лисичкам может и выгорит, но по красноголовикам, ребят, будем делать. Заработаем на бензин. Раз с коробом, чё бы и нет. Какой-то суховатый такой. Так-то чистый, ребят. Грибы чистые. Вот жара спала, и вот ночью сейчас уже так по-осеннему. Ладно, брать не буду. Разрезал уже. 4 градуса. Сейчас ехал, ребят, 12 градусов. Прям даже руки так подмерзли. В общем, грибы чистые, нормально. Можно брать смело, не боясь. Ладно, разрезал уже, не буду тащить его. Будем искать новых.
Да, ребят, скорее всего, план пропал по лисичкам. Вот именно вот здесь, вот в таких вот местах. Вот, видите, ребята. Ну все понятно. Что тут базарить? Вот, остались рожки до ножки. Видите? Кто-то тут покосил полянку. Значит, люди были здесь на днях. Это вообще свежее, вчерашнее даже. Вот что там дело. Остались рожки до ножки. Вон, видите, семейка была. Штук 25. А я-то думаю, почем в Одессе рубероид. А рубероид-то уже забрали. Ну да ладно. Вот именно вот тут, да, частенько я их видел. Думал, пособираю. Чуть по чуть. А чуть по чуть не пособираешь. Чуть по чуть собрали уже. Поблизости потом мест не знаю, ребят, я. Именно по лисичкам. По грузям тоже здесь есть небольшие места. Ну так, относительно. Парни ездили, меня звали, а я на рыбалке был и не поехал. Хорошо грузей притащили. Вот. Ну да ладно. Ну, как говорится, ребята, сгорает план А. Переходим к плану Б. Будем забивать красных. Сейчас крутанусь там. Они там растут в одном месте. И уезжаю отсюда. И едем на другой бор за красными. Попробуем забить короб. Луговичок, он сгнил. Луговичок сгнил, ребята. Вот тут обычно в этом месте красноголовики попадаются в этом бору. Но все остальное белые. Белыми пока не пахнет, ребят. Пока не пахнет. Но с такими дождями есть один. Они, ребята, не заставят себя долго ждать. Вот первенький. Хорошо. Какой красавчик, да, ребята? Смотрите. Вообще волшебный гриб. Немножко похоже на возле корня. Великолепно, да. Такие краснюки прям. Класс. Удаляюсь, ребят, с бора. Ну, может, что-то бы там и нашел, но там люди ходили. На днях, походу, вчера, возможно. Соответственно, выхожу. Ну, я не проиграл, потому что, друзья, я на технике. Понятно, если сюда ехал, шел пешком или даже на велике, было бы обидно. А сейчас вернулся и поскакал дальше. Короче, бьем по красным, пока они есть. Зайду все аппендициты, которые я знаю. Там 5, там 5, там 5. Смотришь, пол ведра. Постараюсь накосить коробочек. Понеслась. Ладно, выхожу. Поехали, братцы. Солнышко распогодилось.
Айо. Так, друзья, ну что, долетел. 15 минут, ребят, я уже вообще на другой точке. Две машины встретились, люди заезжают. В общем, вот все такие аппендициты, ребят, буду заходить. Тут вроде вдоль дороги, но здесь, как правило, 2-3 штучки можно собрать. И в голодный год, когда уже много людей, ажиотаж, так скажем, а ты не хочешь убивать ноги, заходишь в такие места и прекрасно находишь грибочек. 1, 2, 3, 1, 2, 3 и дело прошлое-то, корзинка пополняется. В данном случае у меня ведро. Ну вот, братцы, пример мотоцикл. Я просто кружок сделал. Видите? А грибочек-то тут стоит, ждет меня. Вот такой красноголовичек. Огонь. Свежая пош-полоса в этом году сделана. И вот возле нее стоят небольшие такие. А пока чистить не буду. 3-4 нашел. Почистил. Ну как почистил? Срезал. Корешок там. Да, пош-полосу прям как раз вот по такому месту сделали. Ну как удобно трактору было, так и он прошел. Дождь, ребята, пошел. Захожу в бор, пересек ручей. Ну там прошелся так немножко. А тут прямо на дороге, ребят, смотрите. Два красавчика. Великолепно прям. Два братика. Прям на тропиночке. Да. Ходишь, бродишь, да? Они вот прям на дороге. Ладно, ребят, в бор. Погуляем. Здесь так самое интересное, самое массовое. Ну, для продажи, получается, и буду средних брать. Потому что, ну, грибы нормальные в целом. Просто для себя охота маленьких, крепеньких таких. А для продажи, ну, те же самые грибы, просто маленьких тоже целый кузовок собрать тяжело будет. Тем более в коробе они нормально, не помнутся. Довезу, все хорошо. Все, братцы, понеслась. Ладно, тихая охота вот. В принципе, начинается. Черники столько, друзья. Прямо на самом входе. Такая огонь. Смотрите, сколько. Ну, тут уже побрали. Побрали. Видно, вон, что собирали. Интересно так. Грибочек завернуло так. В принципе, нормально. Просто завернуло. Оставим белочки доедать. В мху не пророс. Вон грибочек стоит. Нормальный грибочек, ребятки. Чистенькие. Все хорошо. Грибы, ребят, очень быстро растут. Соответственно, когда идет выход, сезон, в принципе, можно ездить на одни и те же места и каждый день собирать. Ну, понятно, что как будто надо дать паузу. Если, допустим, сегодня съездил, на следующий день съездишь куда-нибудь в другое место лучше. Но, опять же, не ты один. Ты приехал, другие приехали, побрали. Соответственно, грибы вырастают очень быстро. Но белые, да, белые молчат, ребят, пока. Там пройдусь, посмотрю низиночку. Стоит, ребятки, белый красноголовичек. Ну, не белый, может, такой серый. Нет, это не белый. Есть конкретно белые. Есть конкретно белые. В лесу пахнет, ребята. Ох, как круто. Ягоды, грибы.
Вот эта свежесть. Листья еще, вот всякие растения еще. И вот после дождя запах просто бомба. Вообще класс. Вообще идешь и просто аж голова кружится от запахов. Вообще мощно. Прям сдалека, ребята, видно. Вот есть большие уже переросточки, есть маленькие. Вон там еще один стоит. Вон какой красавец, ребята. Один. Второй, да? Угу. Обманчик. Это у нас не красноголовик. Интересное место такое. Здесь частенько попадаются, прям хорошо. Такой спуск небольшой. И прям надо крутиться, смотреть, потому что может за деревом стоять, не увидишь. Вон, видите, ребята, фонарик стоит. Вот этот вообще классный. В мху. Такие они здесь прикольные, братья. Братки. Как на подбор. Заглянем здесь, погуляем. Вот тут надо пройтись. Обязательно. Такое тоже место. Набрел, ребятки. Еще на одного. Небольшой. Ну так сказать, что прям вау здесь я не вижу. Походили, смотрю, здесь тоже люди. Ну, потихоньку собираем. Интересное место такое. Мне кажется, здесь вот порхалище даже возможно. Потому что я здесь раньше наблюдал глухаря. Как раз песочек здесь. Такое открытое место. Даже могут атаковать здесь. Ну, сейчас уже, не знаю, года 3, наверное, я не наблюдаю здесь. Перебили здесь глухаря. Ну вот это чемпион, братья. Сестры мои. Это чемпион прям сегодня. Ох ты, блин. Ёк-макарёк. Смотрите, какой кабанчик, блин. Нога больше, чем шляпка. Вообще такой красавец. Сразу, блин, ведро тяжелое стало. Ходишь, бродишь. Вот только дождик недавно был. Смотришь, солнышко. Ну, такая, знаете, осенняя пора. Прям осенняя. Стоит тут бродяга, ждет меня. Хороший грибочек, ребятки. Кстати, очень много сыроежек. Маленьких вот этих. Вот таких. Блин. Я раньше вообще за грибы их не считал. А потом как-то попробовал. Жареные. Они как чипсы, ребята, хрустят. С лучком, с укропом. Это вышка. Да, надо просто снимать шкурку. Вот у них именно. Вот еще ребята стоят. Вот такой прям этот красавец. Как будто бы. Да, нормальный. Так что каждый гриб, ребята, к чему-то. И можно, ну, все же знают, ребята. Неважно, что это. Вырезка или там мраморная говядина. Главное, как приготовить. И можно реально с ничего сделать просто шедевр. Да, это точно.
Смотрите, ребят, нашел, видите, старое кто-то отрезал. О, здесь красавчик растет. Вот, пожалуйста. Все это работает. Вот на окраине, ребята, нашел в мху. Блин, как они вот в мху растут, я вообще не могу понять. Вот вроде мох же, ребята. Как-то цепляются, да? В мху, блин. Мох-то вон, смотрите какой. Я понимаю, где-то прям вот на бару, где вот песок твердо. А тут же мох. И растут же грибы. О, кто-то пролетел. Ага. Ястребок охотится. Тень увидел по солнцу. Ястребочек гуляет. Кстати, привет передал, слышали, да? Здорово, говорит, я говорю, здорово. Че, грибы ищешь? Ну. А я, говорит, что, не мясо, говорит, хочу. Грибы я не ем. Барндучка, говорит, могу завалить. Или белочку. Спрятался, ребят, смотрите, трава, видите, давит. Его загибает, короче. Трава его немножко давила. Такой уродец. Ну возьмем что. По-любому чистый. Тут так, неважно, ребятки. Ну, ведерко уже он подсобрал практически. Еще 5 грибочков и ведро. Ну, по коробу, походу, не потянул. Не потянул. Вот, друзья, еще один. Есть контакт. Вот какой. Чуть по чуть. Как говорится, копейка рубль бережет, правильно, ребята? А здесь грибочек. Грибочку. Да, ну так, в этом углу, конечно, слабенько. Слабенько. Ну, дождики идут, ребята, солнышко. Грибы пойдут. Вон опять тучка. Опять моросит. Какой красавчик стоит. Похерачил опять дождичек. Похерачил. Блин, ребята, класс вообще гулять по лесу. Самое то. И дышится, и ходится. И не жарко, и комар не жужжит. Не то, что летом, я имею в виду, вот когда жарко. Сейчас вообще круто. Вообще бомба. Гулял бы и гулял. Еще бы избенка была где-нибудь в таких местах. Рядом речушка. Вообще. Красавец. Красавчик.
Беленький попался, ребят. Такой как будто мягенький. Я проверю. Ну да. Поеденный. Вот. Потихоньку начали вылазить, ребят. Скоро будет жара. Ну, тут на полянке, ребят, смотрите, молодые. Растут как хорошо. Раз. Он старый. Вот еще один. Такие боровые, видите, толстоногие, ребят. Так, ну что у нас? Ведро практически. Крышка упала. Что, типа перекур? Ну, давай покурим. Вот это вообще, ребята, бонус. Смотрите. Два беленьких стоят. Ну какие хорошенькие. Вот. На поляночке-то есть контакт. На полянке, смотрите, выросли. Дичь. Федя, дичь, рябчики. Так, друзья, ну что, по Борику прошелся. Ну, ведро есть у нас грибов. 3 беленьких, правда, беленькие червивые, там под шляпку. А так, нормально. Малышей, ребят, что пойдет. Ведерко есть. Ну, с пестером, короче, я, ребят, что-то борщанул. Ну, это как и рыбалка, ребят, надо... Все зависит от природы, правильно? Сегодня мы тут рыбачили, отловились вот так великолепно. И на следующий день поехали, там клюет. Приезжаешь, там вообще 0 поклевки. Все это нормально. И также и по грибам. Сейчас пойду на выход. Тут пару аппендицитов у меня и будем думать. Ведро уже собрал. 500 рублей заработал. На бензинчик на 10 литров. Нормально. Ладно. Я говорю, рябчики. Поднял. Потихоньку начинают, ребят, петь. Скоро танцы будут. Свистеть будут. Ух, осенью. Целый выводок здесь поднял, когда подходил к этому дереву. Спугнул, вот сейчас разлетелись и перекличка у них. Петушок и самочка. Самочка затяжным такая. Далее, ребята, что делают? Да. Сейчас бы маночек был, можно было подсвистеть. Ну тут нормально, штук 5 поднял. Вот это сейчас самочка была. Кстати, ребята, пока остановился, включай пестер. Многие видели у меня. Ну а так это остался, я даже не помню, от кого я остался. Ну, в общем, он сделан из коры. Полностью ручная работа. Прошитый вот так, сплетен берестой. Здесь, не знаю, фанерка. А так все полностью, вот, ребята, он из бересты сделан.
такие вот лямки. Тут даже, видите, ребят, просто вон деревяшка. Ну такой он под ягоды, под грибы. Ну, под грибы тут сколько? Ну, я вот помню, грузил 2,5 ведра, вроде в него можно засунуть. И вот такая же крышка самодельная. Вот так закрывается. Кстати, в эту кружку можно собирать ягоды. Вот такой у меня, ребят, старый реалитет. Очень легкий, удобно, грибы не мнутся. Шикарно. В общем, ходишь, ведерко собрал, переложил, пошел дальше. Вышел с бора. Теперь пойду по аппендицитам. Такие закуточки есть. Буду их проверять. Один из них тут очень хороший есть. Посмотрим. Ну вот, ребят, чуть-чуть ведерко не набил. Чуть-чуть. Надо поднабить. Тут, друзья, вроде болото, а потом выскакиваешь, и такой небольшой барок. И это вот такие места я называю аппендициты. Вон, видите, подберезовики стоят. Но здесь бывает красноголовички белые. Ну, с белыми понятно сейчас никак. А вот брата красного можно найти. Видите, такое небольшая полянка. Сейчас вот пройдемся, посмотрим. Вот, друзья, один есть красавчик. Тоже что-то какой-то весь кривой. В мху. Раньше здесь петли стояли на глухаря. У кого-то, видите, ребят, это дворик. Вот такая потом ветка. Она уже старая. Загибалась. Ставился сторожок. Ягодки подвешивали сюда. И вот здесь веревочка. Вот она устанавливалась. И когда птица проходила за лапу, за крыло, за шею, ловушка срабатывала. Он, блин, прошел. Вижу, стоит. Видите, прошел, ребята. Хотел вам показать петлю. Не петля, это ловушка. И получается, понятно, что она сырая, опружинивала, и птица сдергивалась и, получается, душилась и висела. Но бывало так, что, говорю, она идешь, проверяешь, за лапы попадется птица живая. Ну, тем самым, что и лисы достать не могли, когда птица висела. Вот раньше такие вещи ставили. Специально лопатой дворик копался, чтоб песочек был, камушки. Вот такие по путику у охотников ловушки стояли. И пока по путику идешь, проверяешь ловушки. Вот как-то так. Но сейчас уже никто этим не занимается. Сейчас уже таких охотников, к сожалению, или к лучшему, не знаю, не стало. Ох, нифига, хотел сказать, ребята, переросток. Видите? А тут рядышком-то братик стоит. Сестричка стоит. Еще братик стоит. Такие красавцы. Видите?
Да, в принципе, этот-то тоже нормальный. Огонь. Ну что, ведерко-то есть. Ведерко, друзья, собрали. Да, чистенький, нормальный, крепенький. Прям под деревом. А тут видно вот пятна. Грибы выходили и просто сами сгорали. Видите, прям по дереву. Вот видите, ребят, пятно. Раз, два, три, четыре, пять. Вот это грибы тут стояли, они просто сами по себе сгнили. А вот еще вот такой пятачок. Вот как-то так. Вот он вырастает, ребят, видите, до такого размера. Под ним он тоже еще растет. Никто не трогает. Гриб просто сгнивает. Интересно, тут местечко такое прикольное. Такой, как остров, ребят, понимаете? Видите, там уже такая чаща, низина. А здесь такой просвет. В таком бы месте для охоты вот избу построить. Вообще бы было классно. Видите, очень красиво здесь. Еще малыш, ребята. Тут так главное интерес, они какие-то, видите, такие бурые. От места как-то тоже зависит, я так понимаю. Такие они, видите, здесь. Такие красноватые. Именно вот тут, на этой поляне. Ну, не зря зашел. 5 штучек, как я и сказал, найду. Вот стоят какие-то такие неважные. Вот старые тропинки, ребята, все вот уходят. Это раньше как-то путики какие-то были, я так понимаю. Вот они, видишь, уже никто не ходит по ним, но они так видны, еще отчетливо. Как бы интересно самому просто, куда они вот, куда уходят. Как-то люди раньше передвигались, вот, видать, у кого-то путик был. Ладно, ведро есть, друзья, ведро есть. Ну вот так, друзья. Не знаю. Есть, конечно, еще время. Время 12 часов только. Прокатился туда, сходил туда. Ну, ведерко, ребят, красавчиков собрал. Вот так вот. Нам как будто бы не надо. Тем более, все еще впереди. А впереди экспедиция, ребят. Денежка нужна. Не знаю, продам. Ну, в деревне особо не продашь. Не знаю, в каких городах, ребят, сколько бы стоило это ведро. Вот, кстати, пишите, мне будет интересно. Город и, допустим, относительно цена 10-литрового ведро боровых таких подосиновиков, красноголовиков. Не знаю, ну, можно попробовать заболтать за рублей 400, максимум, может 500. Как бы. Кто на ногах, кто на технике, он сам себе соберет в деревне, это понятно. А, допустим, какая-нибудь бабушка с дедушкой, то они купят. Вот я и говорю, ребята, впереди экспедиция. Собираю на бензинчик, потому что очень далеко поедем. Нужен бензин, продовольствие и так далее. Соответственно, вот эти выходы как бы сейчас буду делать, пока есть неделя у меня. Буду вот ездить, собирать и, ну, и сдавать, продавать.
Так что как-то так. Опять же, ребята, не прошу, по желанию, если есть у кого возможность, по 50 рублей, по 100 на бензинчик, ребята, будет всегда приятно. Карта в описании. Как бы очень будет приятно именно на топливо. На топливо. Потому что, ну, понятно, вот этот конь, допустим, он особо не ест. А бак 7 литров, ну, вот так хватает. А вот на моторе, да, на моторе за выезд, так, плюс-минус 20 километров от деревни, ну, десятка нужна, плюс масло. Соответственно, как бы, у кого есть желание, как бы, я не навязчиво там, естественно, как бы. Никого не заставляю, как многие пишут, что типа, вот, там, просишь, там, не просишь. Это, ребят, так, чисто, с уважением, так скажем. То буду признателен. Ладно, кофеек, ребят, и поеду я домой, наверное, на сегодня. С пестерком пролетел, конечно. Ну, есть пару вариантов, можно, конечно, ехать. У меня есть бутерброд с собой, кофе, бензин заправлен, соответственно, можно и прокатиться, но что-то как будто на сегодня хватит. Завтра поеду в другое место. Так что вот такая охота, ребята. Сезон начинается. Всем желаю, кто занимается именно тихой охотой. Я знаю, что многие просто любят ходить по лесу, гулять там и собирать грибочки. Это то же самое, как и охота, как и рыбалка, ребят. Также и собирательство грибов, ягод. Это тоже такая система. Многие даже на этом хорошо зарабатывают. Прям на ягодах, на грибах. Ну, здесь, понятное дело, результат налицо. Да, хорошая, ребят, хорошая грибалочка получилась. Целая ведерко, это нормально. Это пожарить и заморозить, пару пакетов, брикетиков сделать на зиму. Ну, пока нам не нужно, соответственно. Давайте, братцы, поеду я до дома потихоньку, наверное. Сбагрю грибочки. Ну, и, соответственно, как-то так. Все, друзья, всех обнял, приподнял. Не забудьте написать, ребят, комментарий по поводу грибов. Сколько бы было это стоить, мне очень будет интересно. Ну и пальчик в воздух, друзья. Будем. За осень, за мать красивую. Золотая осень впереди. Будет круто. Ну что, ехаем. По тихой грусти. Как-то так повезу, не буду уже перекладывать я. И ехали потихоньку. После жары дорога сухая. Красота. Все, давай. Потом эта мама заберет ведро. Хорошо? Ну давай. О, дяде Федьке, соседу. Ты давай не ругайся там, слышишь? Я тоже ругаться могу. Дядя Федя без ноги. Нормально. Ну ты чё? О, тихо. Кэш, ребята. Как-то так.